преступления. Если в 2017 году количество таких преступлений было 42,5 тысячи человек, то в 2019 году уже снизилось на 7,6 и составило 3,5 тысячи человек. Еще одним важным показателем является устойчивая тенденция в отношении несовершеннолетних, повторно совершивших преступления от общей численности несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. Если в 2016 году этот процент был 0,79%, то к 2019 году 0,6%. Для нас это достаточно серьезный показатель. Ну и третий показатель, который предусматривает повышение до 100% доли несовершеннолетних, приступивших к обучению в образовательных организациях, в 2019-2020 году достигнут 99,9%. Но мы с вами понимаем, как субъекты профилактики, что в принципе этот показатель до 100% достигнуть достаточно тяжело. И вот это 0,1%, мы понимаем, что это дети, которые требуют нашего особого внимания, которые требуют внимания со стороны каждого субъекта профилактики, проведения в отношении них мероприятий по первичной профилактике и по дальнейшему наблюдению. То есть за каждой циферкой стоит судьба отдельного ребенка, которая требует нашего с вами внимания. Ну и, как вы понимаете, еще одним показателем реализации концепции у нас серьезный показатель о том, что у нас, когда мы начинали в феврале месяце 2020 года принимать плановые мероприятия по концепции до 2025 года, мы не думали, что у нас будет такой сложный год 2020, что он поставит перед нами такие серьезные задачи, о том, что у нас дети ушли на удаленное обучение, о том, что у нас дети много неконтролируемого времени проводят в сети интернет, и мы понимаем, что все это, система изоляции, система дистанционного обучения отразится на наших детях и потребует серьезного изменения в психолого-педагогической службе наших образовательных учреждениях. И поэтому такой критерий, как увеличение, несмотря на то, что у нас увеличилась доля педагогов и психологов в образовательных организациях по сравнению с 2016-2017 годом, мы понимаем, что у нас вместе с тем возросла нагрузка на психолого-педагогическую службу, как на педагогов-психологов, так и на социальных педагогов. Вот перед вами на слайде мы привели долю, сколько у нас приходится учащихся на одного педагога-психолога. Если в 2016 году у нас на одного педагога-психолога приходилось 648 учащихся, то к 2019-2020 году 619 учащихся. И мы понимаем, что этот показатель очень серьезный, что это требует очень больших сил, напряжений, требуется большое внимание со стороны, наверное, руководителей образовательных организаций к созданию условий для нормального функционирования психолого-педагогической службы. И также возросла нагрузка у нас на социальных педагогов. Если в 2016-2017 учебном году нагрузка на одного социального педагога в среднем была 849 человек, то к 2019-2020 году количество детей на одного социального педагога возросло до 892 учащихся. То есть, как вы видите, это достаточно серьезная нагрузка. При формировании плана мероприятий на 2021-2025 годы мы учли, что у нас очень сложные проблемы с тем, что возросла не только нагрузка на нашу социально-психологическую службу, а сейчас с учетом новых тенденций в развитии воспитательного процесса, увеличения внимания именно к воспитанию, немножечко мы
изменили угол к формированию программных мероприятий. И приоритетными направлениями развития концепции до 2025 года мы как раз выделили такие, что структурирование, основным мы выделили структурирование профилактической деятельности по уровням, в том числе разработка алгоритмов работы для каждого направления профилактики, то есть для первичной, для индивидуальной и для специальной профилактики. Мы понимаем, что это будет очень, наверное, большим подспорьем в вашей работе, и мы постараемся вам в этом помочь. Также структурировав все предложения из 85 субъектов Российской Федерации при формировании плана развития концепции до 2025 года, большое внимание было уделено профилактическим мероприятиям, направленным на воспитание личности. Это сейчас у нас очень важно. Воспитание личности на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей. Одним из направлений нашей будущей работы является расширение состава субъектов профилактической деятельности, а также документальное закрепление их полномочий. Важным направлением работы развития системы профилактики до 2025 года является проведение мероприятий на создание положительного имиджа семьи и семейных ценностей. Мы с вами прекрасно понимаем, что несмотря на все наши усилия, все-таки первичная профилактика у нас начинается в семье, и все, что у нас выходит из семьи, оно идет в наши образовательные организации, и основным элементом нашей работы, нашей профилактической работы все-таки должна стать семья. А имидж семьи, развитие семейных ценностей, проведение семейных праздников, большое внимание мы уделяем семьям, имеющим приемных детей, многодетным семьям. Чаще всего именно там формируется у нас положительный имидж. Все это учтено в направлениях развития концепции до 2025 года. Также мы с вами понимаем, что жизнь не стоит на месте, что еще несколько лет назад появление таких понятий, как буллинг, кибербуллинг, были для нас новыми. Мы понимаем, что у нас расширяется понятийный аппарат, связанный именно с антиобщественным поведением. Мы все это учитываем, и введение нового понятийного аппарата и создание методических рекомендаций, методических пособий, аналитических каких-то материалов, которые помогут в вашей дальнейшей работе, все это мы предусмотрели в плане мероприятий по развитию концепции. Также одним из актуальных направлений программных мероприятий является регламентация порядка межведомственного взаимодействия. Все 85 субъектов Российской Федерации, которые принимали участие в составлении проекта плана развития концепции, говорили о том, что очень важно в профилактических мероприятиях обеспечить межведомственное взаимодействие. Профилактика не может проходить одним человеком. Мы с вами понимаем, что в этом задействованы очень многие структурные подразделения, очень многие субъекты, и именно их работа в тандеме, работа по... даже здесь трудно сказать, что это должен быть какой-то алгоритм, но определение, что должен делать каждый субъект профилактики в определенном случае, для нас тоже является очень важным. И именно регламентация этого порядка у нас станет, наверное, во главу угла развития концепции. Также на законодательном уровне мы постараемся закрепить ведомственные профилактические учеты, потому что мы понимаем, получая от вас ваши аналитические справки, ваши отчеты, понимаем, что это всегда сложно, что различные профилактические учеты, что в разных ведомствах они... Бывает так, что мы одни и те же отчеты отправляем в различные ведомства, и очень часто у нас получается, что делаем там двойную, тройную работу. Все это мы учтем, надеемся, что мы это все учтем при реализации программных мероприятий. Также новым направлением в развитии
воспитательной работы у нас является развитие института наставничества, которое зарекомендовало себя как одну из самых эффективных мер профилактической деятельности. Также включение в систему правового регулирования применения восстановительных технологий, развития служб медиации и примирения. Я сразу могу сказать, что наш Центр защиты прав и интересов детей с 2019 года в структуре нашего центра, как раз в структуру нашего центра вошел Федеральный институт медиации, и теперь, если возникают какие-то вопросы по реализации медиативных технологий, мы тоже можем помочь, решить, ну, как-то, может быть, я уже в конце запланировала вам сказать, что мы для вас подготовили, но в любом случае медиативные технологии – это тоже одно из приоритетных направлений развития профилактической работы. Также мы понимаем, что у детей необходимо распространять знания, умения и навыки ответственного отношения к своему здоровью. Мы понимаем, что 2020 год был для нас достаточно сложным. Мы поняли, что здоровье наше хрупкое, здоровье наше и требует постоянного внимания, и этому нужно учить наших детей. Наши дети должны понимать, что нарушение... Извините, наши дети должны понимать, что они должны ответственно относиться к своему здоровью, несмотря на все попытки, может быть, каких-то деструктивных организаций, всеми возможными и невозможными способами наших детей, как раньше это говорили, затянуть в свои сети. Мы должны учить детей противодействовать не только таким деструктивным организациям, но и любым попыткам в интернете втянуть их в антиобщественное поведение. Также мы должны понимать, что и от нас это требует определенных усилий. Жизнь не стоит на месте, как я уже сказала, что отрицательные зависимости всегда будут около наших детей, наши дети всегда будут в зоне повышенной опасности, и мы должны не то что на шаг, а на несколько шагов опережать тех, кто пытается сделать жизнь наших детей, покушаться на жизнь наших детей. Так, простите. Так, что еще хотелось бы сказать в заключение? Мы с вами понимаем, что планируя программные мероприятия, концепцию до 2020 года, мы должны с вами опираться на накопленный опыт. Как уже было сказано, наш Центр защиты прав и интересов детей, являясь структурным подразделением подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации, ведет различные направления работы, и я вам предлагаю обратиться, вот это наш сайт ФРЦП.ру, это сайт Центра защиты прав и интересов детей. Я вам очень советую зайти на наш сайт. Мы не так давно, 22-23 декабря, проводили Всероссийскую научно-практическую конференцию, и очень много материалов мы после конференции загрузили на наш сайт. Также на нашем сайте есть такие направления работы, как работа с инвалидами и лицами ОВЗ. Также есть методические материалы и разработки по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту. И хотелось бы сказать, что об опыте Центра защиты прав и интересов детей, что наш центр является федеральным оператором социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций с целью профилактики раннего вовлечения в незаконное наркопотребление. И нашими сотрудниками на ежегодной основе проводится мониторинг организации проведения тестирования. Оказывается экспертно-методическое сопровождение деятельности специалиста. Вот уже 3-й год на базе центра работает горячая линия по вопросам организации СПТ в регионах. Созданы и активно функционируют личные кабинеты региональных операторов. Проводятся обучающие семинары. Я сразу в скобках скажу, что у нас очень много на нашем сайте обучающихся семинаров по различным направлениям, не только по организации СПТ.
С 2018 года нашим центром проводится конкурс социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, стиль жизни, здоровья. И мы можем похвалиться, что в 2020 году в нашем конкурсе приняли участие более 8 тысяч обучающихся из 61 субъекта Российской Федерации. И всего на конкурс было представлено около 4 тысяч очень хороших работ наших обучающихся. И в сентябре 2020 года, это тоже одно из наших достижений, на постоянно действующей платформе Всероссийского центра опросов онлайн мы провели опрос обучающихся о вовлечении их в зависимое поведение. И уже сейчас в опросе приняло участие более 900 тысяч респондентов из всех субъектов Российской Федерации. Также Центр защиты прав и интересов детей, постоянный участник всероссийской акции «Stop ВИЧ-СПИД», которая организуется Фондом социально-культурных инициатив. И с 2017 года в рамках акции мы проводим опрос молодежи о ВИЧ по определению их уровня компетентности. И уже в этом году в опросе приняло участие более 700 респондентов из всех субъектов Российской Федерации. И мы можем сказать, что впервые в этом году мы провели открытый диалог с родителями о профилактике распространения ВИЧ-инфекции. У нас ролик о проведении этого опроса, что знают родители, что знают дети, как это все сочетается в пределах семьи, можно посмотреть тоже на сайте нашего центра. В целом мы можем сказать, что по любым вопросам вы можете обращаться к нашим специалистам не только по направлению профилактики девиантного поведения и реализации программных мероприятий по концепции безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, но и по различным направлениям деятельности нашего центра. В заключение мне бы хотелось сказать, что классный руководитель – это все-таки важное звено в системе профилактики. Вот было уже сказано, что у нас сегодняшнее мероприятие принимает участие в основном классные руководители, формы и методы в работе классного руководителя, да, как звучит семинар. И хотелось бы сказать, что от классного руководителя зависит очень многое. Это человек, который большее время проводит времени с нашими детьми, несмотря на то, что у нас многие дети во многих регионах еще находятся в режиме дистанта, но все-таки это человек, как мы в наше время называли, это наша вторая мама, которая все знает о наших детях, все понимает, все видит. И первый, наверное, после мамы человек, который поймет, что с нашим ребенком что-то не так, это классный руководитель. Поэтому я могу вам пожелать в вашей работе только удачи, успеха, здоровья и, самое главное, терпения. Помните о том, что вы – это люди, которые первыми придут на помощь, помогут ребенку. И от вас очень многое зависит в дальнейшей жизни наших детей. Здоровья вам, терпения и успехов в вашей работе. Спасибо. Спасибо вам за представленный материал. Свои вопросы участники могут задавать. Да, я вот вижу вопрос. Да. Можно сразу отвечу? Конечно, Елена Николаевна, да. Будут ли в ближайшем времени нормативы по количеству обучающихся на одного педагога-психолога? Но мы вот с вами прекрасно понимаем, что несмотря на нашу жизнь, вот те нормативы, которые сейчас установлены, они очень, конечно, такие размытые, да, то есть у нас получается, что какие-то школы у нас малокомплектные, какие-то школы у нас в них много обучающихся, и нагрузка на одного педагога-психолога у нас приходится очень большая. Мы понимаем, это очень важный вопрос, мы постоянно об этом держим. Ну, как говорится, мы держим руку на пульсе, мы понимаем, что это зависит не только от нас, мы постоянно готовим аналитические справки о том, что это необходимо. Мы заложили это в концепцию до 2025 года, и мы очень надеемся, что все наши предложения, которые мы внесли, все-таки будут услышаны, прислушаются, и в чем-то мы сможем изменить жизнь нашей психолого-педагогической службы и в чем-то помочь их работе. Да, участники благодарят вас за ваше выступление. Спасибо. Вам Все остальные вопросы, которые
Ну и участники попробуют вам задать уже лично по представленным телефонам либо электронному адресу. Все, спасибо. Спасибо, Елена Николаевна. Мы приглашаем к нам в эфир Александра Михайловича Спивака. Это председатель правления фонда «Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения», а также член Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Александр Михайлович, вы на связи, добрый день. Приглашаем к нам в эфир. Просьба включить микрофон, чтобы у нас появился звук. Александр Михайлович еще является членом Координационного совета при правительстве Российской Федерации по проведению в Российской Федерации десятилетия детства, а также член Совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере и член правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Александр Михайлович, вам слово. Не слышно, что-то со звуком. Александр Михайлович, попробуйте выбрать микрофон в настройках сверху. Мы вам сейчас поможем подключиться. Нет, где шестеренка, настройки выбрать микрофон, а нужно нажать на иконку в виде камеры. На иконку в виде микрофона нажимать не нужно. Так, Александр Михайлович. Да, мы вас, к сожалению, не слышим. К сожалению, не слышим. Выполните еще раз то, что говорит вам системный администратор. В настройках нужно выбрать источник микрофон, выбрать тот микрофон, который у вас на гарнитуре. Так, извиняемся за технические... Так. Нет, Александр Михайлович, попробуйте в наушниках еще раз микрофон говорить. Может быть, тот микрофон подключен сейчас для связи. Я все время пытаюсь. Вот, теперь все слышно. Сейчас слышно? Да. А вот секунду. Угу. Да, мы подождем Александра Михайловича, который нам сегодня расскажет о вопросах родительского просвещения в рамках организации профилактической работы. Александр Михайлович, мы рады приветствовать вас. Республика Коми ждет вашего выступления. Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад, что техника все-таки наконец работает. Если можно включить презентацию, будет удобно. Да, как называется презентация? Там по моей фамилии она должна быть. По фамилии. Сейчас минутку. Да, сейчас, секунду. Да, сейчас мы подключим. Да. Коллеги, я рад всех приветствовать. Благодарю за приглашение принять участие в таком представительном семинаре. Меня попросили поговорить о вопросах родительского просвещения в рамках организации деятельности по профилактике девиантного социального поведения для классных руководителей и других работников системы образования, которые собрались на семинар. Я попробую построить свое выступление из двух частей. Вначале дать ориентировку в том, какое место родительское просвещение занимает в профилактике, для того, чтобы мы увидели границу его возможностей, возлагали на него те надежды, которые возлагать целесообразно и можно, не возлагали тех надежд, которые на него возлагать не имеет смысла. И во второй части привести некоторый конкретный вариант программы, которая уже реализуется нашим учреждением. Мы создали образовательную организацию, которая называется Национальный институт защиты детства, и она отработала значительное количество проектов в сфере дистанционного и очного
просвещения родителей, в том числе во взаимодействии с социальными и образовательными организациями, с работниками школ, социальных учреждений. Надеемся, что этот опыт конкретный будет вам полезен. Мы также проводили по заказу Центра защиты прав детей и Министерства просвещения, коллега из Центра выступала передо мной, обзор и анализ региональных практик организации деятельности по родительскому просвещению в целом. И этот материал также доступен в Центре защиты прав детей, он тоже может представлять для вас интерес. В первую очередь необходимо оговорить несколько важных общих вещей для того, чтобы на одном языке разговаривать. Мы все понимаем, что под профилактикой имеется в виду предотвращение, превенция каких-то негативных явлений, негативных событий. В данном случае девиантного и асоциального поведения детей, обучающихся в школах, обучающихся в системе образования. И центр внимания, центр приложения усилий в любой профилактике – это тот период, который происходит по большей части до появления самих негативных проявлений. В широком смысле профилактика – это любая работа, которая ведется с несовершеннолетними, с детьми до того, как стало проявляться девиантное поведение. И в связи с тем, что понятие настолько широкое, и в связи с тем, что практически любые усилия специалистов, семьи, социального окружения, направленные на решение воспитательных задач, направленных на социализацию, направленных на организацию позитивного общения, направленных на формирование конкретных знаний и навыков, можно, в принципе, назвать профилактикой, поскольку любое позитивное воспитание так или иначе предотвращает отклонение от социальной нормы, предотвращает в какой-то степени те или иные негативные события, то слово профилактика и область деятельности у нас оказалась необычайно широкой и в связи с этим необычайно неструктурированной. Очень сложно понять, что относится к профилактике. Практически вся наша деятельность, вся наша работа при известном обобщении будет относиться к профилактике. Очень сложно в этом смысле конкретно предъявить какие-то критерии оценки результативности, конкретные требования и конкретные методики именно профилактической деятельности, потому что в таком широком понимании к профилактике относится все на свете. Это является некоторой проблемой, и эта проблема так или иначе решалась во всех областях, в которых существует профилактика. В социальной работе, в здравоохранении и медицине, в педагогике и в психолого-педагогической деятельности и так далее. В чем решение? Нам необходимо структурировать профилактическую работу, увидеть конкретные группы, конкретные категории или особенности детей и семей, которые нуждаются в этой профилактической работе в первую очередь, хотя понятно, что она может осуществляться со всеми, и увидеть конкретные, скажем так, не столько общие цели, сколько конкретные мишени, конкретные изменения, которых мы хотим достичь. А в связи с этим уже сейчас и в концепции нового законодательства, и в разработках, которые вам коллеги представляли, фигурирует разделение профилактики на несколько уровней. Прежде всего, одно важное ограничение, один важный критерий, один важный аспект, который хочется с самого начала оговорить. Уже к началу 21 века становится абсолютно понятно, и не только с практической, но и с научной точки зрения, что объектом профилактической работы не может быть ребенок или обучающийся сам по себе. Ребенок – это часть семейной системы. Понятно, что он включен и в более широкий круг общения, сверстников, социальное окружение, информационных систем, включая социальные сети, в которых сейчас все активно вовлечены, школьное и внешкольное пространство образовательной организации. Но первоначальной единицей нашего общества является семья.
И если мы оказываем какое-то воздействие на ребенка, мы оказываем тем самым фактически воздействие или не оказываем воздействие на систему функций, систему взаимоотношений, систему действий, которые есть в семье. И работая с ребенком или работая с его родителями, мы должны понимать, что мы имеем дело с одним и тем же, с семейной системой. И те изменения, которые мы хотим осуществить, позитивные изменения, которые позволят предотвратить девиантное поведение или преодолеть его, это фактически не изменение ребенка, не изменение его фактов, его поведения, не изменение его понимания, это изменение того, что практикуется и что реализовано в его семейном окружении. Ребенок в существенной части это следствие того, что происходило в истории его семьи, в практике его воспитания, включая как опыт его личный, опыт взаимоотношений, так и опыт накопленных, возможно, каких-то ошибок в воспитании, которые являются следствием либо умысла, либо некомпетенции, недостаточной грамотности или просто неправильно принятых решений со стороны родителей. Это в нынешних условиях сложно для классных руководителей и для школы, хотя коллега и говорила, что классный руководитель может мыслиться как вторая мама. Мне кажется, в большинстве случаев в нашей реальности сейчас, в текущем году, это не так. Не хватает сил и ресурсов работников образовательных организаций, чтобы в такой степени плотно контактировать с каждой конкретной семьей. И здесь возникает проблема взаимодействия школы и семьи в рамках профилактической работы. И именно поэтому здесь очень важно правильный выбор методов и то самое межведомственное взаимодействие. За последние десятилетия произошли существенные изменения в понимании того, что такое защита детей, что такое профилактика сиротства, девиантного поведения, правонарушений и преступлений асоциального поведения. В первую очередь в подходах, которые применяются к этой профилактической работе. Если коротко их перечислять, они обозначены на слайде, мы говорим о том, что сейчас признано эффективным, не то что правильным, а эффективным, результативным, уходить от принципа преступления и наказания или проступка и возмездия к принципу помогающему. Когда мы воспринимаем девиацию как проявление некоторых недостатков, дефицитов, проблем, и само по себе наказание или ответственность та или иная не решает этих проблем, их нужно решать путем профессиональной помощи. Мы переходим от только лишь общественного воздействия и общественного внимания к профессиональным работе. И, соответственно, очень важный вопрос о развитии психолого-педагогической службы, потому что это не просто работа школьного коллектива, это работа профессионалов, которые понимают природу тех или иных проблемных девиаций. Это переход от центрирования на ребенка к семейно ориентированному подходу, то, о чем я уже сказал, когда мы рассматриваем семью как единое целое. Это переход от изолированной работы с отдельными детьми к работе интегративной, когда мы работаем с группами и коллективами. Это переход к восстановлению необходимых умений, навыков и функций просто от того, чтобы какую-то воспитательную работу делать за родителя, если родитель ее не выполняет, и подхватывать, что называется, то, что не происходит в семье силами учителей. Это не всегда результативно, и это малореалистично. Это переход от работы с семьями и детьми в социально опасном положении, которые признаны таковыми и поставлены на учет, к более раннему оказанию помощи, а следовательно и раннему выявлению неблагополучия, а если еще фактов девиантного поведения нет, то к выявлению признаков, которые могут свидетельствовать о риске, о угрозе, о тех проявлениях, которые с высокой степенью вероятностью приведут, если такую помощь не оказать, к асоциальным проявлениям. И переход от отдельного набора отдельных услуг и мероприятий, не зависящих друг от друга, к комплексному, логичному сопровождению случая, когда каждый из
видов поддержки, каждый из видов профилактической работы увязаны во времени и, что самое главное, по целям и задачам. Вот это понимание того, что профилактика – это не наказание, общественное порицание и работа отдельно с ребенком самим по себе, тогда, когда он уже что-то совершил, а это профессионально ориентированная, снабженная методически помощь, помощь не самому ребенку, а его семье в целом, направленная на нормальное восстановление семейных функций, в том числе воспитательных, на ранней стадии семейного кризиса. Вот это понимание, оно только лишь постепенно реализуется в конкретной практике, и понятно, что для того, чтобы в идеальном виде воплотить такой подход и такую концепцию, необходимо еще достаточно много работы. Для того, чтобы четко понимать место, какое в этой работе может занять родительское просвещение, нам нужно зафиксировать 3 возможных уровня профилактики. На первом уровне, и это уже сейчас закреплено в концепции нового законодательства о профилактике, одобренной комиссией несовершеннолетних и защите их прав при правительстве, профилактика осуществляется практически со всеми несовершеннолетними и их семьями, и здесь она сводится к информационной, обучающей, консультационной и как раз просветительской работе. Важным для этого уровня является то, что здесь мы не фиксируем каких-то конкретных угроз у конкретной семьи, у конкретного ребенка. Такая работа практически может и должна вестись со всеми обучающимися и их родителями, и просвещение здесь несет задачу укрепления семьи в целом и формирования у желающих родителей, самих изъявивших желание получать образовательную консультационную поддержку, и у тех родителей, которых удалось вовлечь в эту работу, общего уровня понимания и знаний, необходимых для предотвращения негативных явлений. Вторичный уровень, то, что традиционно называется индивидуальной профилактической работой, результативен тогда, когда мы уже фиксируем у конкретных детей проявления, которые свидетельствуют о риске или единичных фактах девиантного поведения. И здесь общепросветительская работа менее результативна, поскольку она нацелена на передачу знаний для тех, кто замотивирован эти знания получать и готов активно включаться. Во вторичной профилактике просвещение уже носит более узкий характер, в большей степени это такая индивидуальная работа специалиста с ребенком и специалиста с его семьей в рамках сопровождения семьи, которая предполагает конкретный анализ ситуации в конкретной семье, ее причин и совершенно обучение совершенно конкретным навыкам или восстановление психологических условий, педагогических условий в зависимости от того, о чем удается договориться и о том, как удается взаимодействовать с этой семьей. И здесь просвещение такое широкое в традиционных его формах, лекции, консультационные группы, раздача печатных материалов, дистанционные форматы родительских университетов играют намного меньшую роль, поскольку здесь нужна индивидуальная работа. Третичный уровень или специальная профилактика, она касается уже тех, кто проявил факты девиантного или асоциального поведения и направлена на предотвращение повторов и рецидивов. То есть третий уровень профилактики – это реадаптация, ресоциализация и в большей степени связана с восстановительными программами, когда факты девиации уже налицо и нужно возвращать ситуацию в нормальное русло. Тут в меньшей степени мы говорим о профилактике самого девиантного поведения, в большей степени говорим о профилактике рецидивного девиантного или повторного девиантного поведения. Вот исходя из этого анализа можно сказать, что самую продуктивную большую роль именно родительское просвещение играет на первичном уровне, когда мы работаем с достаточно широким кругом детей и семей.
Нацелено оно на формирование в широком смысле слова родительских компетенций или родительской компетентности, которую нужно, конечно, понимать не как набор некоторых абстрактных теоретических знаний, а как способность конкретных родителей видеть реальную ситуацию, в которой развивается ребенок, и предпринимать совершенно понятные усилия для того, чтобы менять ее в более благоприятную сторону. Это имеет аспект ценностей, это имеет аспект знаний, это имеет аспект понимания, какими методами можно на ребенка воздействовать, и это имеет также не менее важную сторону, это представление родителя о самом себе как о родителе, как он себя как родитель чувствует, как он себя как родитель ощущает, в какой роли он в отношении ребенка в качестве родителя выступает. И когда мы анализировали и собственный опыт, и знакомились с научными исследованиями, мы увидели, что сейчас одним из наиболее признанных учеными и экспертами факторов некомпетентности и факторов, которые приводят к развалу родительско-детских отношений, является родительская неуверенность, как раз основанная на дефиците собственных знаний, когда человек не понимает, что делать в конкретной ситуации, когда он чувствует остроту проблемы. Естественно, подавляющее большинство родителей любят ребенка, желают ему добра, но совершенно не могут не владеть либо собой, либо владеть просто знаниями о том, как поступить и добиться результата, которого хочется добиться в том или ином случае. Это усугубляется тревогой о том, что подумают окружающие, о том, не воспримут ли нас как плохого родителя. Это усугубляется некоторой общей распространенностью физического воздействия и такой эмоциональной агрессии, уровень которой в обществе достаточно высока. И мы можем сказать, что когда родитель не уверен, встревожен, озабочен, сравнивает постоянно своего ребенка с другими, воспринимает его как неправильного, непослушного, непоследовательного и себя считает недостаточно хорошим родителем, это вызывает неконструктивные действия и, безусловно, может приводить к неадекватным реакциям, нарушением отношений в семье, а это, собственно, и служит в подавляющем большинстве случаев корнем для девиантного и асоциального поведения. Когда мы говорим об агрессивности детей, когда мы говорим о стремлении совершить противоправные поступки, выделиться таким образом, то в самом минимальном количестве случаев это не связано с ситуацией в семье. Конечно, бывает, что и в самой школе или в компании у ребенка есть очень серьезные факторы, негативно на него воздействующие, но это и значит то, что семья не в состоянии быть доверенными людьми здесь для ребенка, не сглаживает эти ситуации, не помогает ребенку их преодолеть и так далее. Поэтому так или иначе корни девиантного и асоциального поведения все равно в большинстве своем сосредоточены в семейной ситуации. И в этом отношении родительская компетентность и родительская уверенность – это то, что может позволить в общем случае, да, не в индивидуальной работе, когда мы уже столкнулись с кризисом, а в общем случае для большинства родителей существенно снизить риски девиантного и асоциального поведения за счет того, что родитель на практике освоит и поймет, каким образом он может реагировать на те или иные проблемы собственные и проблемы детей, и за счет вот этого конструктивного духа и конкретных навыков не допускать того, что ребенок окажется в ситуации дефицита поддержки, безвыходности и то, что многих склоняет к тому, чтобы себя противопоставлять социуму, противопоставлять семье, противопоставлять школе, противопоставлять коллективу. Те тренинговые программы, которые мы для этого формировали и разрабатывали, как раз направлены на то, чтобы обучать родителей знаниям и навыкам в области позитивного родительства, ненасильственного воспитания и профилактики жестоких проявлений, неправильных действий в сфере воспитания, неконструктивных действий в отношении самих детей, вплоть до жестокого обращения. Такая тренинговая программа, с одной стороны, решает задачи предоставления знаний о детях,
развитию навыков анализа собственных родительских действий, некоторой рефлексии родительской и, соответственно, ответственной позиции, формировании у родителей мотивации на отказ от неконструктивных физических и насильственных методов воспитания и расширение арсенала, репертуара, набора родительских реакций на детей, методов воспитания и дисциплинирования. Это уже тот материал, который в той или иной степени может быть использован как в рамках школы, так и непосредственно классными руководителями. А что-то из содержания этой тренинговой программы может использоваться наверняка классными руководителями в рамках собственной работы, родительских собраний или каких-то других расширенных форм взаимодействия с семьей. Что-то может быть освоено психолого-педагогической службой, психологами, социальными педагогами, заместителями по воспитательной работе или заинтересованными педагогами в конкретной школе уже в формате не просто работы самого по себе классного руководителя с родителями своего класса, а в формате специальных мероприятий, таких как тренинг. У нас это структурировано как цикл тренинговой программы для желающих вовлеченных родителей. Да. Цикл состоит из 10 мероприятий с регулярностью 1 раз в неделю. И, как показал опыт, он имеет очень хорошую результативность, как раз достаточно времени и возможностей для того, чтобы существенно сдвинуть ситуацию. Для нас было достаточно удивительным, что насколько существенный процент родителей не знают элементарных вещей, касающихся особенностей своих детей, которые не из их личной индивидуальности проистекают, а просто из возраста. Тем, кто уже давно варится в сфере педагогики и психологии, наверное, знание возрастных особенностей подросткового возраста, раннего школьного возраста кажется чем-то банальным и общепринятым. И мы сами удивляемся, как много людей просто элементарных вещей в этом отношении не понимают, а раз не понимают, то и реагируют не очень адекватным образом. Поэтому в содержание такой работы входят в том числе базовые азбучные знания, которые касаются, во-первых, возрастных задач развития ребенка на каждом этапе. В младшей школе, в средней школе, в дошкольном возрасте и в подростковом возрасте. Потребности и возможности детей. Само понятие возрастного кризиса и то, как он может конкретно проявляться. Граница нормального и ненормального девиантного поведения детей в разном возрасте в кризис. Понятно, что в кризисной ситуации, в переломной ситуации, скажем, в период пубертата, одни и те же вещи могут быть совершенно нормальными, а то, что ненормально для детей в предшествующий период их роста и развития. А родительские установки, отношение к физическим наказаниям, репертуар родительских реакций, культура общения и вопросы эмоциональной составляющей отношений между родителями и детьми. Вот это является конкретным содержанием программы. А тематика, чтобы сэкономить время, не буду все перечислять, представлена на слайде. Это про разбор трудного поведения детей, это про наказание, это про поощрение, это про причины и последствия тех или иных родительских действий, это про способы и приемы воспитания детей, это про формы возможного взаимодействия, игра, общение, разговоры, в том числе на сложные темы, такие как эмоциональная сфера и чувственная сфера. Вот я уже говорил, что такая программа может быть реализована в рамках цикла из 10 занятий, каждая, которая занимает примерно 2 академических часа с постоянным составом участников. А некоторые принципы, которые заложены в основу этой работы, конечно, это принципы интерактивного взаимодействия, это стимулирование собственного осознавания родителями своих действий и совмещение передачи каких-то знаний с практической отработкой опыта, да, и анализом конкретных ситуаций, которые есть в семье, и обсуждение того, что происходит или происходило в семье между отдельными занятиями. Я согласен с коллегами, которые говорят в чате о том, что, безусловно, есть группы
более мотивированных родителей, менее мотивированных родителей. И всегда, если мы берем какой-то критерий, там, например, степень заинтересованности, мы можем всех родителей конкретного класса или школы расположить в определенную линеечку и взять горящих, заинтересованных, ответственных, которые готовы поглощать знания и сами их разыскивают, и соответствующие ресурсы в сети интернет, и тех, которым как бы все равно. Но мотивационная работа тоже является составной частью такой программы. Безусловно, нужно использовать имеющиеся возможности и знания о том, как мотивировать. Мы будем стараться в этом году, вот мы в Москве реализуем обучение для специалистов социальных центров, в том числе по мотивированию родителей на участие в таких программах, и такой методический материал будет доступен. Не всегда это удается, все равно остается какой-то процент тех, которые создадут большие сложности, но сами принципы и подходы к правильным мотивации, установлению мотивирующего контакта, они тоже должны быть известны специалистам, про них можно поговорить, их можно изучить, и тогда доля тех, с кем работать удается, будет существенно выше. Структура занятий состоит из игровых, рефлексивных и таких вот содержательных блоков. Да, опять же, можно посмотреть, вы затем с презентацией подробнее ознакомитесь. И то, что я говорил про мишени, они же являются, собственно говоря, критериями для того, чтобы оценить результативность реализации таких программ. То есть мы должны поставить перед собой содержательные задачи и сказать, каких изменений мы хотим добиться, а затем померить через анкетирование, через опрос, через неформальный разговор, не так важно, какими способами, померить изменения, которые произошли в конкретных слушателях этих программ. Вот развитие эмоциональной сферы, понимание переживаний ребенка и своих переживаний. Изменились ли они? Освоили ли родители совершенно конкретные приемы, которые позволяют им успокоиться или, наоборот, взбодриться в нужный момент, навыков эмоциональной саморегуляции и реакции на понимание своей собственной стрессовой ситуации и управление этим стрессом. Знание и понимание возрастных потребностей. Какие знания прибавились, какие были, какие стали, насколько они изменились, какие приемы родитель усвоил. Это измеряемые вещи. То есть, если мы понимаем содержание программы обучения родителей, мы можем подобрать соответствующие вопросы, которые скажут нам о том, что изменилось у тех, с кем мы работаем. И уже косвенным образом, безусловно, это будет сказываться на детях, но напрямую мы можем измерить только лишь результаты вот как бы изменения знаний, навыков. Мы можем измерять общий уровень эмоциональной напряженности, конфликтности, наличие фактов девиантного поведения среди детей тех родителей, которые прошли такую подготовку. Безусловно, существуют и детские программы, групповые психотерапевтические, терапевтические тренинги для детей, но детей уже тех, которые столкнулись с проблемой, которые испытывают неконструктивное физическое воздействие и в связи с этим проявляют повышенный уровень агрессивности. Есть отдельные, хорошо дополняющие эту программу формы работы с детьми, но они уже в большей степени применимы в рамках не общей, а индивидуальной профилактики, поскольку такие занятия важнее и нужнее тем детям, которые уже проявляют те или иные признаки риска девиантного поведения. Мы реализовывали ряд больших проектов, и в том числе в партнерстве с существенным количеством регионов. Насколько мне известно, в Республике Коми опыт реализации такой программы есть в Центре социальной помощи семье и детям города Сыктывкара. Они были одним из партнеров нашего Национального института защиты детства по программам «Семейный университет», и сейчас также для дошкольников реализует услугу по проведению тренинга родительской уверенности для родителей из детских садов. Если у вас будет заинтересованность, вы можете, наверное, вам это не так сложно, поинтересоваться опытом коллег непосредственно в Республике Коми, но Национальный институт сам по себе активно распространяет
эту программу и готов обсуждать, здесь кто-то из коллег задавал вопрос про приобретение тренинга, мы готовы проводить курсы повышения квалификации, в том числе с выдачей документов установленного образца повышения квалификации. Это одна из наших основных программ. Программа, проведение программы тренинга родительской уверенности и этим может заниматься, безусловно, и социальное учреждение, которое просто по истории взаимодействия стало нашим партнером, но это может заказывать и проводить у себя и конкретные школы, и управление образования, территориальные муниципалитеты. Поэтому мы будем очень рады, если этот опыт будет востребован на территории республики. Вот в пределах 30 минут общее представление о том, в какой рамке это существует, для чего это используется и какие результаты это может дать. Вот за 30 минут большего не удастся, а материал у вас будет, а конкретная обучающая программа для специалистов, на выходе из которой он просто сможет проводить такие просветительские программы, она доступна, и мы готовы на эту тему взаимодействовать. На слайде есть адрес сайта Национального фонда и второй адрес сайта Национального института защиты детства.рф. Мы открыты в любой форме, по электронной почте, по телефону. Можете к нам обращаться. Для тех, кто заинтересован, есть и, естественно, другие курсы и темы по смежным и по другим вопросам в сфере профилактики и защиты детства. Будем очень рады быть полезными, взаимодействовать. Наталья в чате спрашивает про рекомендации по работе с родителями в системе среднего профессионального образования. Про это нужно, наверное, отдельно поговорить. Александр Михайлович. Сейчас мы не укладываемся в регламент. Александр Михайлович, у нас к вам предложение. У вас есть еще 10-15 минут для сообщения каких-то важных тем, которые вы хотели бы обсудить с нашими участниками. Я думаю, что я уже практически закончил. Вот, начиная реагировать на вопросы, да, я хотел бы сказать о том, что когда мы говорим о среднем профессиональном образовании, чаще всего то, с чем мы имеем дело, это последствия. Да? Тут вопрос про родительское просвещение, наверное, не актуален, потому что просвещать родителей, когда дети уже в возрасте, который позволяет им учиться в средних учебных заведениях, да, это старший класс, среднее профессиональное образование, это история не про просвещение, это история про индивидуальную работу по конкретным случаям. Поэтому, если говорить про результативность, здесь актуальнее будет освоить некоторые методы диагностики ситуации и определения возможных планов снижения вреда, или если такой вред нанесен серьезный. И, как правило, в старшем возрасте не начинаются проблемы, как правило, уже проявляются накопленные проблемы ранее, и другой сценарий приходится использовать, тем более, что студенты живут самостоятельно, напрямую с семьей могут не контактировать, и вопрос стоит уже не о работе с родителями, если честно, а все-таки о работе с ними самими, поскольку тут уже уровень взаимодействия совсем не тот, как это бывает в таком классическом школьном возрасте. Вот моя точка зрения такая. Есть ли еще, коллеги, на уточнение, на понимание того, о чем говорилось, какие-то вопросы, я с удовольствием, если смогу, готов прокомментировать. Александр Михайлович, благодарим вас за выступление. Вы по возможности ответили на вопросы, которые вам задали. Если вопросов больше нет, мы благодарим вас. Спасибо за подключение. Спасибо за внимание и надеюсь на возможность встречи, общения, особенно личного. Всем здоровья. Я думаю, что наши участники воспользуются этими возможностями, которые вы предложили. Спасибо за подключение. Мы приглашаем к нашему участию следующего
спикера. Это Живилова Юлия Валентиновна, которая является председателем Республиканского методического объединения педагогов-психологов, которая представит нам сегодня современные подходы к профилактике девиантного и асоциального поведения обучающихся в системе образования Республики Коми. Юлия Валентиновна – это руководитель отдела социально-профилактической работы и психолого-педагогического сопровождения Республиканского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Юлия Валентиновна с нами на связи. Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами говорим о девиантном поведении, отклоняющемся поведении, и довольно яркая насыщенность сейчас выступали предыдущие два докладчика, поэтому я не знаю даже, чем вас удивить сегодня, но все-таки давайте я вам озвучу ту информацию, которую для вас подготовила. Как видно из названия, мы будем говорить сегодня о обучающихся. Это та у нас? О девиантном поведении и о современных подходах к этому явлению. Что такое девиантное поведение? На ваш взгляд, что такое девиантное поведение? Это, конечно же, то, что не укладывается в какие-то нормативы, принятые в обществе. Так ведь? И что такое норма, опять же, для нашего общества, потому что еще в далекие века преподобный Антоний Великий сказал такие, можно так сказать, пророческие слова. Наступят времена, когда 9 больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы. И вот эти вот слова очень ярко описывают ту картину, которая сегодня у нас с вами, к сожалению, складывается и в Республике Коми, и в России, хотя вот предыдущий докладчик говорил о том, что у нас идет тенденция к снижению преступлений, совершенных несовершеннолетними, к снижению каких-то совершения преступлений в алкогольном состоянии, в наркотическом состоянии, по увеличению психологических служб, к снижению обеспеченности, да, обучающихся педагогам и психологам. У нас, к сожалению, в республике ситуация немножечко настораживает, и обеспеченность психологическими службами, в частности, далека от 100%. Менее 40% образовательных организаций обеспечены педагогами и психологами, соответственно, психологическая служба, которая призвана осуществлять психолого-педагогическое сопровождение, в том числе осуществлять и координировать профилактику девиантного поведения, не может этого делать по веским причинам, ввиду отсутствия специалистов. И именно поэтому сегодня мы к вам обращаемся с призывом включаться в эту работу, в работу по профилактике активно, не надеяться на то, что кто-то один в поле воин всю работу выполнит, и девиации у нас будут в далеком прошлом. Нам нужна с вами объединенная работа в сотрудничестве педагога, психолога, социального педагога, классного руководителя, всех учителей, предметников образовательной организации, чтобы справиться с вот этой надвигающейся на нас угрозой, которая просто вот нас нахлёстывает, да, вот эта волна насилия, кибербуллинга, суицидального поведения, аутоагрессивного. Это и алкоголизм, и пьянство, и наркотики, воровство, разбой. Ну, все, что можно себе представить, оно все есть у нас в республике. И только за прошлую неделю к нам было несколько обращений по аутоагрессивному поведению, например. Это ужасные цифры. Попытки. Вот это все настораживает, это все девиантное поведение, это все, что не укладывается в нормы, но, к сожалению, у нас такие идут тенденции, когда вот этот рост, он будет представлять
типичную картинку современного общества. Хотелось бы этот процесс как-то минимизировать, остановить и развернуть в сторону улучшения, но нужны объединенные усилия с нашей стороны и нужна командная работа. И сегодня я хотела бы с вами немножечко вспомнить о том, что мы с вами наибольшее количество девиаций наблюдаем в подростковом возрасте. И вот этот промежуток до 18 лет – это, скажем так, разгул девиаций у наших детей. И именно в этом возрасте нам приходится с ними работать в рамках обучения в образовательной организации. Но чаще всего вот есть такая группа риска. Это неполные семьи, это семьи, в которых есть алкоголизация, это дети-сироты, это те, кто остался без попечения родителей. То есть, вот правильно говорил Александр Михайлович, что и Елена Николаевна, что именно семья является главным фактором возникновения девиации. Но в сложившихся условиях, в сложившейся ситуации мы как образовательная организация можем внести свою лепту, чтобы как-то защитить наших детей, наше будущее. Часто бывает так, что девиантным поведением мы называем такое отклоняющееся проблемное поведение наших детей. Это часто бывает и потому, что мы, в принципе, с вами привыкли реагировать ярко эмоционально при каких-то ситуациях нежелательного поведения. Если кто-то не ответил на наш вопрос так, как мы хотим, если игнорируют нас, если ты тупой, ты дебил. Бывают вот такие вот с нашей стороны посылы, когда мы сами культивируем вот это отторжение и девиантное поведение. И хотелось бы в этой связи все-таки отметить, что подростковый возраст, он нас должен держать во внимании, поскольку он такой переходный, да, переход от детства в взрослость, и в этом переходе мы должны ребенку помочь, чтобы он прошел через этот временной промежуток с меньшими потерями, без потерь каких-то близких, теплых семейных отношений, без потерь во взаимоотношениях с взрослыми в образовательной организации, и в том числе бы еще и получил какие-то знания, умения, навыки в школе, и при этом еще и девиации его были сведены максимум к нарушению дисциплины на уроке или каким-то дерзким высказыванием в отношении учителя. Остальные девиации были бы у нас за нашим представлением об этом. Что нужно сказать? Помните, да, что есть в подростковом возрасте такое явление, как скажем, такие физиологические изменения, которые касаются в первую очередь перестройки гормональной, резкого сексуального созревания, не таких вот противоречивых и дисгармоничных скачков роста различных систем организма, что необратимо сказывается на неравномерном росте в, скажем так, в психологическом плане. Поэтому и появляются всевозможные подростковые реакции, протестные, группирования и так далее. Да? Возникают какие-то стычки с взрослыми, поскольку их авторитет уходит на второй план, а на первый план выходит взаимоотношения, построение взаимоотношений со своими сверстниками. И есть ряд трудностей, которые в подростковом возрасте сопровождают детей. Хотелось бы отметить среди них те, которые вы видите на экране. В принципе, те обращения, которые бывают в наш центр,
отсутствие эмоционального тепла, исходящего от близких людей, от родителей, от мамы в первую очередь, внутреннее одиночество, поиск свободы, переживание собственной неполноценности, отсутствие волевого контроля. Вот эти все пункты практически, обида, они присущи подросткам на данном этапе. И вот с этими трудностями как раз и нужно помочь подростку справиться. И работая с девиантным или, скажем так, с группой риска, необходимо учесть именно то, что мы с вами, взрослые, помогаем преодолеть эти трудности, которые вот как априори есть у каждого подростка в той или иной степени выраженности. Потому что мы ищем подход через преодоление вот этих самых трудностей. У нас также проводятся исследования, такие прикладные, научные, околонаучные, скажем так, да, социологические исследования. И в рамках этих изысканий мы также делаем для себя определенные выводы. И на слайде вы видите 10 мотивов отклоняющегося поведения, которые распространены наиболее в среде наших подростков. И на первом месте вы видите отсутствие контроля со стороны родителей, а также стремление привлечь их внимание. Если мы обратимся чуть ниже, на третью снизу строчку, то увидим, что здесь же желание сделать назло родителям. Если мы сложим, в принципе, вот эти пункты, то мы увидим, что превалирующее количество, да, вот всех в процентном отношении подростков, да, они все-таки в девиации впадают по причине каких-то проблем с родителями. Подражание друзьям, компании в 50% случаев, снятие эмоционального напряжения, какие-то внутренние проблемы 44%, поднятие настроения 40%, получение приятных ощущений тоже около 40%. Если мы посмотрим, да, на то, что реклама у нас примерно 20%, да, в этом рейтинге занимает, то все-таки такое бытует мнение, что средства массовой информации, фильмы, реклама влияют на то, чтобы как-то завлечь наших детей в девиантное поведение. Ну, вот сами подростки отмечают, что реклама все-таки в меньшей степени влияет на их, скажем, выпад из нормы по поведению. А самая главная проблема – это все-таки детско-родительские взаимоотношения. Но если мы вернемся в образовательную организацию, то увидим, что и в образовательной организации со взрослыми складываются не сильно такие комфортные отношения. 65% учащихся не чувствуют доброжелательности и открытости в отношениях с учителями. Вот это вот та проблема, с которой нужно будет поработать, в принципе, и классным руководителям в том числе. И всем учителям, всем педагогическим работникам, педагогам, психологам, образовательной организации. Это наглядная такая цифра, что большинство обучающихся некомфортны в отношениях с педагогами. Конечно, это касается не только, не всех образовательных организаций в целом. Была определенная выборка, но выборка по всей республике. И можно считать эту цифру достоверной в той или иной степени и все-таки обратить внимание и на себя тоже. Как я лично общаюсь с учениками, как я веду урок, как я общаюсь с ним на переменах, насколько мои действия авторитарные и насколько я нахожу контакт с воспитанником, с учащимся, чтобы мы с вами были в отношениях с детьми уважительны. В принципе, дети – это те же самые взрослые, только они еще не выросли. И вот основные компетентности, которые
компетенции, которые нам нужно с вами в осуществлении профилактической деятельности иметь. Профессиональная готовность к профилактической деятельности, как, в принципе, и к любой другой деятельности, будь то развивающая, коррекционная работа, мы с вами 3 компонента должны для себя выявить, определить. Это теоретическая готовность, как уже сказали ранее докладчики. Конечно, мы должны теоретически быть подкованы, основные подходы и к профилактике, и к налаживанию контактов с подростками, и какие-то их возрастные, психологические особенности знать. Это вот такой номер 1 в нашей программе подготовки к профилактике. Есть практический компонент, когда мы овладеваем какими-то методами, техниками, процедурами психологической, профилактической работы. И, конечно же, личностная готовность – это не только такая вот проработанность своих проблем, мотивация к деятельности, это и какие-то вот ценностные ориентиры для себя должны быть определены в работе вообще педагогической, в работе с детьми, подростками, неподростками, насколько мы открыты для детей, насколько мы можем их воодушевить на то, чтобы они изменились и стали лучше. И, скажем так, не то, чтобы стали лучше, они были хуже. Вот, получается, что психолог, педагог вокруг себя создает такую ауру, которая, такой вот микроклимат, который самому ребенку дает возможность спокойно прожить подростковый возраст и для себя выйти в плюсе, а не каким-то, скажем так, раненой птицей. А работа профилактическая должна включать в себя несколько блоков. И желательно, чтобы в образовательной организации была разработана профилактическая программа. Это может быть учрежденческая программа. Вы можете сами, как классный руководитель, разработать для своего класса профилактическую программу. Это не возбраняется, это очень даже приветствуется. И, конечно же, в любом деле должно быть командное сотрудничество. Вот если мы начнем с диагностического блока, то мы должны поработать в команде с кем? Конечно, с педагогом-психологом. Если педагога-психолога нет, то мы что делаем? Мы берем в свои руки, но пользуемся не психологическими методиками, а методиками педагогического, например, наблюдения, чтобы какие-то подключить психологические методики, нужно посотрудничать все-таки с педагогом-психологом образовательной организации или центра. Вот. Вы все участвуете, все образовательные организации Республики Коми участвуют в социально-психологическом тестировании. Елена Николаевна из Центра защиты прав детей, она, в принципе, вот является членом той команды, которая курирует Социально-психологическая республика по всей России. Мы, наш центр, Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи, курируем социально-психологическое тестирование на уровне республики. И, в принципе, каждая образовательная организация должна была поучаствовать на этот данный момент. Тестирование завершается, и мы уже находимся на стадии обработки результатов. И к чему я клоню? У нас есть огромнейшая база практически по каждому обучающемуся. Значит, социально-психологическое тестирование выявляет факторы риска и защиты для каждого ребенка. И если у вас даже в школе, скажем, есть психолог на полставки там, или нет педагога-психолога, у вас есть данные по этому ребенку,
какие у него есть факторы защиты и риска, что у него западает, или у него все в порядке, и у него благоприятная ситуация, с чем работать, у вас есть огромнейший материал. И, пожалуйста, обращайтесь для организации индивидуальной профилактической работы за результатами к психологу, а психолог уже обратится к нам, чтобы мы с вами каждого ребенка держали на контроле. И вот данное социально-психологическое тестирование, конечно, оно было ориентировано изначально на выявление немедицинского потребления психоактивных веществ, но сейчас мы склоняемся к тому, чтобы это тестирование использовать более масштабно, более широко для выявления проблемных точек, вот, допустим, для того, чтобы выявить фрустрацию, тревожность, склонность к риску, импульсивность, подверженность мнению группы или склонность к излишнему одобрению или к рискованному поведению. То есть там очень много таких вот субшкал, которые могут нам помочь наладить индивидуально-профилактическую работу. Это очень важно. В диагностический этап мы выявляем особенности, которые нужно либо корректировать, либо развивать и оптимизировать состояние ребенка, исходя из складывающихся вот таких вот факторов риска защиты. Конечно, вот на 100% в это социально-психологическое тестирование не нужно погружаться, можно подключать и другие методики на ваш вкус, выбор, и ваш опыт может подсказать вам много таких методик, которые могли бы вам дать достоверную информацию. Но поскольку у нас вот такой вот масштаб именно социально-психологическое тестирование, нужно его использовать эффективно, и чтобы все, что мы затратили, все усилия, которые мы затратили на то, чтобы замотивировать родителей, замотивировать обучающихся, собрать у них согласие, все это должно иметь какую-то пользу, и ваша задача с нас эту пользу вытребовать. Вот этот диагностический блок. А мотивационный блок, установочный блок, он уже также был озвучен и ранее, и ваши вопросы были о том, что как замотивировать родителей, как замотивировать обучающихся на то, чтобы какие-то в отношении себя, скажем, принимать меры для исправления или для развития, самосовершенствования и так далее. Он должен быть в любой работе. И наша задача как специалистов, как профессионалов, каждый из нас профессионал своего дела, и я думаю, что ключик к детям мы найти сможем. Блок практической реализации. Это уже, собственно, ваше творчество, ваша инициатива, да, какие программы и тренинговые будете подключать к этой работе, чтобы гармонизировать состояние личности подростка, чтобы какие-то произошли подвижки, чтобы отогреть сердце подростка на ваше усмотрение. Блок оценки эффективности воздействий. То есть вот вся работа, она в принципе стандартна, вы прекрасно это знаете, что мы идем от диагностики и заканчиваем этой же диагностикой. Насколько нам удалось получить какие-то позитивные поведенческие реакции, переживания, насколько удалось стабилизировать состояние, вытащить подростка из девиации и настроить его вот в временную перспективу в позитивном ключе. Если мы говорим о конкретных задачах психологического, педагогического воздействия, то мы можем говорить о том, что нам надо расширить диапазон реакций, да, поведенческого репертуара, как тут написано. Наши реакции типичны, и мы в каких-то серьезных стрессовых ситуациях реагируем, как мы уже привыкли. А наша задача-то, в принципе, самим научиться и детей научить реагировать разнообразно.
усиление адаптивного поведения, ослабление или устранение неадекватного поведения, тревожность, стабилизировать беспокойство и оптимизировать эмоциональный фон. Ну, тут мы можем говорить о саморегуляции поведения, умении расслабиться. Вот. И то, что касается самооценки, самоутверждения, самосознания, это все для подростка актуально именно вот в том возрасте, в котором он находится. Развитие эмоционально эффективных социальных навыков. Ну, вот вы видите, что на слайде у нас написано 3 красными строчками, да? Создание ситуации успеха – это направление деятельности, помочь подростку в разрешении сложных ситуаций. То есть чаще всего, ну, скажем так, не чаще всего, а часто подросток остается один на один со своей проблемой. И когда уже совершается, например, попытка или ребенок оказывается в какой-то драке или, скажем так, погружается в игры компьютерные с головой, только тогда мы понимаем, что с ним что-то произошло. А разрешать сложные ситуации с самого начала, не тогда, когда уже свершились факты девиантного поведения, а с момента появления в поле нашего зрения подростка помочь, принять, понять, выслушать в какой-то момент. Это наша с вами задача. И, конечно же, много зависит от нашего влияния на коллективное мнение. Педагогическое влияние на коллективное мнение. Еще раз повторяю, потому что зачастую педагог имеет колоссальное влияние на то, как относятся дети к своим сверстникам. И если мы добры в своих высказываниях, то я думаю, что меньше шансов будет у детей к нам быть колкими, злыми и противными. Очень я на это надеюсь, что я донесла до вас то, что у меня на душе. Для успешной работы необходимо выполнить ряд условий. Для успешной профилактической работы ряд условий. И если у нас в голове зреет мысль, что этот ребенок вываливается из нормы, скажем так, он девиантный, то мы первое условие выполняем, фиксируем поведенческие проявления. И причем фиксируем конкретно, заводим дневничок, чтобы понять, как часто, с какой мощностью, с какой силой, систематичностью бывают его девиантные проявления. Это могут быть эмоциональные реакции, могут быть мысли, фразы или какие-то действия. Там, Вася Петров несколько раз подставил подножку Маше, когда она шла отвечать доске, например. Вот что-то в этом роде, да, то есть вы будете фиксировать эти проявления в дневничке, и очень поможет понять, насколько системны эти отклонения в поведении определенных детей, которые попали в поле зрения вашего контроля. Я, к сожалению, плохо вижу, и все ваши вопросы прочитаю, если есть такие и комментарии, чуть позже, хорошо? Так, значит, условия. Фиксируем поведенческие проявления. Для того, чтобы у нас были основания отнести подростка к тем, кто систематически нарушает, например, возьмем дисциплину, да, или систематически у него появляется какой-то тремор там, рук, там, или он каждый день плачет, или что-то вот такое, что будет нас настораживать. Условие номер 2. Функциональный анализ поведения девианта. Он проводится при первой встрече, а также для оценки эффективности работы
или изменение тактики воздействия. Вот мы видим, да, что мы это все записываем там, где оно должно быть, в дневнике. В дневнике. Это поможет нам на самом деле разобраться больше и разобраться не только в проявлениях девиации, но и выстроить для себя такую гипотезу, а какие причины этого поведения вызвали такие проявления. Условие третье. Оценка роли девиантного поведения в различных социальных системах жизни личности в целом. И важно понимать, какую функцию выполняет поведение в различных ситуациях. В группе сверстников или наедине с учителем, как сами вот эти системы поддерживают дисфункциональное состояние. То есть мы получаем такие ответы на вопросы. В чем суть проблемы, каков механизм их возникновения и что способствует их закреплению. Каковы наши реакции на вот эти систематические девиантные проявления. Одинаковы ли, или мы каждый раз по-разному реагируем. Вот. В результате анализа поведения можно сформулировать цели, помощи, способы контроля эффективности. Поскольку обычно бывает несколько таких проблемных областей, на которые необходимо направить нашу помощь, то мы их обязательно для себя по полочкам раскладываем, в соответствии с чем планируем свою дальнейшую работу. Опять же, условие четвертое, касающееся мотивации, мотивирования девиантного подростка на изменение собственного поведения. И здесь очень актуально заключение договора о сотрудничестве, устного или письменного, который предполагает определенные обязательства между вами и подростком. Самостоятельная работа девианта по выполнению домашнего задания. То есть мы еще можем и давать и домашние задания для того, чтобы подросток самостоятельно мог принимать решения и все-таки делал шаги к тому, чтобы делать что-то осознанно с вашей помощью. И вот эти домашние задания как раз активность личности, в принципе, и развивают. Основные группы методов, которые можно использовать в работе с подростками, это методы стимулирования мотивации, изменения поведения, методы коррекции эмоциональных нарушений, методы саморегуляции, методы когнитивного переструктурирования, методы угошения нежелательного поведения, методы формирования позитивного поведения. Ну вот, конечно же, эти методы нужно осуществлять в содружестве, сотрудничестве с педагогом, психологом, поэтому останавливаться на них не буду. Ага. Значит, вот смотрите, программа профилактической работы, она строится, должна комплексно. Мы имеем такой опыт разработки профилактической программы, комплексной профилактической программы на базе учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И наша работа была осуществлена когда это было, с октября по декабрь. И мы нашу работу так вот провернули по 10 блокам. Сейчас блоков будет немножечко поменьше, но вот эта комплексность, она прослеживается на таких блоках, которые затрагивают учебную деятельность, воспитательную деятельность, социально-психологическую, психологическое сопровождение, здоровье и сбережение, социальное партнерство,
Это лечебно-профилактическое направление, это, что же еще там забыла, короче говоря, вот очень-очень-очень много направлений, которые все работают на профилактику. И обязательно вас в ближайшем будущем познакомим с нашим продуктом. Возможно, это будет на Республиканском методическом объединении, или данную информацию можно будет найти на сайте нашего центра. Адрес сайта будет указан. Но вот эта комплексность должна прослеживаться. И еще раз я настаиваю на том, чтобы мы работали в команде. Ни один классный руководитель не справится, ни один педагог, психолог не справится самостоятельно. Но если мы объединимся в команду, если тот же самый психолого-педагогический консилиум, совет профилактики будет работать в позитивном ключе, не на то, чтобы наругать, там, поставить в угол или, скажем, отшлепать, да, ну, образно говоря, а будет настроен на то, чтобы искать, как позитивно выйти из этой ситуации. Так подросткам плохо, что они уже в девиации застряли по самое уши. На самом деле, когда дети приходят, и они такие колючие, как ежики, а потом понимаешь, что внутри у них слезы, и вот им некуда идти, и им не может помочь даже семья, очень тяжело. И нужно быть вот тем плечом друга, который просто будет рядом. Вот. Еще хочу также с опытом нашей команды познакомить. Родительский лекторий «Наши дети». Мы также работаем в направлении повышения компетентности психологической и родительской общественности Республики Коми. Нами была создана такая площадка ВКонтакте и на сайте нашего центра, которая называется «Родительский лекторий «Наши дети». Туда мы помещаем статьи актуальные по тематике психологической. И добро пожаловать на сайт. На слайде виден адрес, презентация будет выложена, можете заглянуть туда. Можете с нами посотрудничать, если у вас есть интересная информация или интересные вопросы. Будем рады с вами взаимодействовать, чтобы как-то усовершенствовать процесс нашего с вами сотрудничества. Очень-очень-очень много статей на сайте, на нашей группе ВКонтакте, потому что данная информация востребована, люди обращаются, в том числе в рамках вот того консультационного центра «Родительская академия», которая работает при нашем центре. То есть таких два взаимосвязанных блока, которые направлены на работу с родителями. Если родительский лекторий «Наши дети» – это такое виртуальное общение, то консультационный центр «Родительская академия» запланировала, вернее, заточена на то, чтобы работать в очном режиме в том числе. То есть можно прийти в наш центр, консультационный центр «Родительская академия», который работает при нашем республиканском центре и оказывает адресную помощь родителям, испытывающим трудности в воспитании с детьми, повышению их компетентности. Тут все написано. И мы действуем в рамках федерального проекта, работаем с 9 до 5. В дистанционном режиме можем работать, получается, что тоже в рабочее время и вечером. Или по предварительной договоренности мы, в принципе, можем контактировать. Телефончики и все контакты я сдаю вам. Улица Пушкина в городе Сыктывкар у нас, дом 89. Телефон не тот. Получается, у нас телефончик
выявить на экране, где улица Катаева, да, вот этот верный телефон. Остальные данные вот на заключительном слайде. Если есть вопросы, давайте вы мне их зададите по телефону 301-357, дополнительный 214, и мы с вами в индивидуальном порядке будем решать ваши вопросы. Спасибо за внимание. Юлия Валентиновна, мы благодарим вас за выступление. Я надеюсь, что на вопросы, которые задают наши участники, вы сможете ответить индивидуально, либо по электронной почте. Да, конечно, конечно. Я так понимаю, да, в прямом эфире у нас вопросов нет, и во вкладке «Вопросы» тоже. Спасибо вам большое за выступление. Мы благодарим вас. И у нас остался еще один спикер. Это Борякина Лилия Анатольевна, учитель средней общеобразовательной школы номер 13 города Воркуты. Лилия Анатольевна, я думаю, с нами на связи. Лилия Анатольевна расскажет о реализации программы по профилактике и коррекции кризисных состояний обучающихся в ее школе. Программа называется «Руки помощи». Лилия Анатольевна, добрый день. Добрый. Рада вас приветствовать на нашем онлайн-семинаре. Вам слово для выступления. Хорошо, спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Последние десятилетия в России наблюдается рост аутоагрессии среди подростков в 3 раза, что связано с изменениями, происходящими в экономике, политике и социальной сфере. И подобные изменения особенно остро отражаются на поведении подростков, наиболее чувствительных к периоду полового созревания и формирования личности. В подростковом возрасте чувства становятся очень бурными и импульсивными, не всегда контролируются и осознаются. Подрастающее поколение становится все более непредсказуемым в своем поведении и отношении. Поэтому подростки – это та группа людей, с которыми обязательно должно быть проводиться профилактическая работа по профилактике аутоагрессивного поведения. Основные причины суицида несовершеннолетних – это неразделенная любовь, конфликты с родителями, со сверстниками, страх перед будущим, одиночество. Этому способствует в том числе и смещение ориентиров с нравственных внутрисемейных ценностей на материальное и социальное положение в обществе, изменение приоритетов воспитания, бесконтрольное использование подростками интернет-ресурсов. Мощным фактором, влияющим на подростка, является система его социальных связей, прежде всего семья. И поскольку большая часть времени жизни детей связана с образовательной организацией, то именно система образования может стать реальной площадкой для работы по раннему выявлению и профилактике аутоагрессивного поведения. И решение этих задач можно осуществлять только при комплексном взаимодействии всех специалистов образовательного учреждения, родителей и целенаправленной совместной деятельности субъектов профилактики. С целью комплексного решения проблемы в 2012 году была разработана программа профилактики аутоагрессивного поведения среди детей и подростков «Руки помощи». Создателями программы явился авторский коллектив действующих педагогов-психологов средних общеобразовательных школ нашего города: Архиповой Любови Васильевны, Лекомцевой Натальи Петровны, мной и Суворовой Лоры Артушиной, директора Центра психолого-педагогической медицинской и социальной помощи города Воркуты. В 2013 году программа стала победителем республиканского конкурса «Пси-перспектива» и была рекомендована Министерством образования Республики Коми для реализации в других учебных заведениях. Программа «Руки помощи» реализуется во всех школах нашего города на протяжении 8 лет. Цель программы – реализация системы психолого-педагогического сопровождения учащихся по профилактике и предотвращению аутоагрессивного поведения. Программа «Руки помощи» включает в себя 3 подпрограммы – ребенок, родитель и педагог, поэтому имеет комплексный характер. Наличие авторских разработок, курсов коррекционно-развивающей работы с учащимися, тренинговые занятия для родителей и педагогов. В программе имеются приложения используемого диагностического инструментария. Ежегодная работа по реализации программы предполагает замену тем проводимых мероприятий для педагогов и родителей с учетом результатов профилактической деятельности за учебный период. Основным требованием реализации программы является наличие в общеобразовательном учреждении педагога-психолога и социального педагога, владеющего навыками публичного выступления и проведения тренинговой и консультативной деятельности.
Кратко расскажу об особенностях реализации каждой из подпрограмм и выстроенной системы работы в нашей школе. Система работы социально-психологической службы по профилактике аутоагрессивного поведения учащихся строится согласно алгоритма профилактики. В начале учебного года разработан план работы по предупреждению аутоагрессивного поведения учащихся. Назначены ответственные за организацию профилактической работы в лице заместителя директора по воспитательной работе и педагога-психолога. Определены сроки реализации плана, который рассмотрен на заседании Совета профилактики и утвержден директором школы. План работы представляет собой совместную работу администрации, социального педагога, педагога-психолога и классных руководителей и включает в себя ряд профилактических мероприятий по реализации подпрограмм «Ребенок», «Родитель» и «Педагог» по двум направлениям – общепрофилактическое и коррекционное. Мероприятия по общей профилактике направлены на организацию психолого-педагогического сопровождения учащихся с 1 по 11 класс. В этом направлении реализуется психологическое сопровождение родителей, педагогов по эффективной организации педагогического сопровождения развития детей, расширению педагогических и психологических знаний. Мероприятия по реализации коррекционной работы направлены на работу с учащимися, которые по результатам первичного анкетирования и углубленной диагностики имеют высокий уровень склонности к аутоагрессивному поведению. Здесь предусмотрена работа с родителями группы риска учащихся по коррекции детско-родительских отношений. Каковы же особенности реализации подпрограммы «Родитель» в нашей школе? Традиционно главным институтом воспитания является семья. И то, что ребенок приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Поэтому подпрограмма «Родитель» направлена на расширение знаний родителей о причинах и факторах аутоагрессивного поведения и обучение родителей навыкам взаимодействия с детьми. В связи с этим работа с родителями проводится в 3 направлениях: просветительская деятельность, консультативная, индивидуальная, групповая и информационно-методическая работа. В начале учебного года организуется совместная работа классного руководителя и педагога-психолога. На родительских собраниях родителям рассказываем о необходимости психолого-педагогического сопровождения учащихся на всех ступенях образовательного процесса и проведения психологической диагностики с целью выявления раннего неблагополучия эмоционального состояния детей и подростков. По результатам работы около 90% родителей дали свое письменное согласие на психолого-педагогическое сопровождение, остальные – письменный отказ. Работа с этими родителями была продолжена классным руководителем и социальным педагогом. Положительной динамикой является тот факт, что с каждым годом количество отказов снижается, что говорит о доверии со стороны родителей к специалистам социально-психологической службы. Параллельно проводилась индивидуальная консультативная помощь по запросу родителей по вопросам детско-родительских отношений. Особой формой работы с родителем является распространение информационно-методических материалов, памяток, видеоматериалов через ГИСЭО. На школьном сайте в разделе «Цени свою жизнь» размещена информация для родителей с телефонами служб экстренной социальной и психологической помощи по профилактике аутоагрессивного поведения, буллинга, кибербуллинга, жестокого обращения. В течение года педагогам, психологам, социальным педагогам, классными руководителями проводится родительский всеобщ по предупреждению эмоционального, психологического неблагополучия детей. Тематические родительские собрания с обсуждением вопросов о профилактике аутоагрессивного поведения и жестокого обращения в семье, профилактике агрессивного поведения у детей по итогам проводимого мониторинга агрессии среди учащихся 5-7 классов, по вопросу трудностей процесса адаптации, психологической готовности к выпускным экзаменам, возрастных особенностей детей и подростков, стиля воспитания, изменения детско-родительских отношений. В период карантина данное направление реализовывалось посредством дистанционной консультативной помощи и распространения методических материалов на личную почту родителей в электронном журнале. Общий охват родителей составил 100%. Организованная таким образом работа позволяет осуществлять социальную и психологическую защиту детей, снизить количество детей с аутоагрессивным поведением, а также будет содействовать улучшению детско-родительских отношений. Соответственно, критериями оценки эффективности профилактической работы являются повышение уровня психологической просвещенности родителей и снижение количества учащихся, склонных к проявлению аутоагрессии.
В рамках реализации подпрограммы «Ребенок» работа с учащимися проводится в нескольких направлениях. Это просветительская деятельность, диагностика эмоционального состояния, консультативная, индивидуальная, групповая, коррекционная и информационно-методическая работа. Согласно алгоритму профилактики работы ежегодно в ноябре-декабре месяце классными руководителями проводится мониторинг выявления уровня депрессии среди учащихся первых 11 классов по методике карта наблюдения Стотта. По результатам первичного обследования в случае высоких показателей педагогам-психологам проводится углубленная диагностика с использованием методики первичной диагностики выявления детей группы риска Рожкова-Ковальчук, которая позволяет выявить психологическое напряжение по показателям: отношения в семье, агрессивность, недоверие к людям, неуверенность в себе, акцентуации характера. Как правильно проанализировать полученные результаты? Если ребенок показывает средние результаты, то стоит посмотреть, по каким вопросам ребенок показывает высокие негативные оценки. Связано ли они с отношением в школе с одноклассниками, учителями, или это внутрисемейные проблемы. По заключению результатов проводится беседа с классным руководителем и выдаются рекомендации по работе с ребенком. Можно посоветовать наблюдение за ребенком, либо проведение индивидуальной беседы. В нашей школе были выявлены учащиеся со средним уровнем депрессии, эмоциональным и поведенческими нарушениями, которые входят в группу риска и находятся под наблюдением классного руководителя, социального педагога, педагога-психолога. Учащихся с высоким уровнем депрессии нет. В декабре проводится заседание психолого-педагогического консилиума с обсуждением результатов первичной углубленной диагностики. Классным руководителям даются рекомендации по взаимодействию с детьми и их родителями по улучшению детско-родительских отношений. С родителями данных школьников была проведена индивидуальная беседа. Даны рекомендации посещения детского психоневролога. Учащиеся группы риска включены в групповую работу по развитию эмоционально-волевой сферы и реализацию других профилактических программ. В период первой-второй четверти с учащимися первых, пятых, десятых классов проводятся индивидуально-групповые адаптационные занятия. Во второй-третьей четверти проводятся коррекционные занятия по психологической подготовке к сдаче выпускных экзаменов среди учащихся 9-11 классов. В течение года, согласно плану работы с учащимися первых 11 классов, классными руководителями, педагогом, психологом и социальным педагогом проводятся тематические классные часы, беседы с учетом возрастных особенностей учащихся. Так, например, для учащихся первых-четвертых классов проводятся классные часы по теме «Как здорово жить», «Дружба крепкая не сломается», «Учимся дружить», «Семья – планета счастья». Для пятых-седьмых классов радости и сложности общения, культура общения, искусство понимать других, дружба как ценность, толерантность, что такое взаимопомощь. Для 8-9 классов классные часы по теме «Жизнь – самая большая ценность», «Как воспитать характер», «Ценности в моей жизни». Для старшеклассников «Что значит быть взрослым», «Стремление к счастью», «Умение противостоять трудностям», «Моя семья, моя опора», «Толерантность в молодежной среде». Педагог-психолог проводит практикоориентированный урок толерантности, урок добра по отношению к детям с ОВЗ. Социальный педагог проводит тематические беседы, например, «Внимание, подросток», «Моя безопасность в интернете», ну и другие различные мероприятия. На школьном сайте в разделе «Цени свою жизнь» размещена информация для учащихся с телефонами служб экстренной социальной и психологической помощи, телефонами доверия, школьной службе медиации, методические рекомендации «Твоя психологическая безопасность», психологическая готовность к выпускным экзаменам. В течение года социально-психологической службой проводились консультирования учащихся, нуждающихся в психологической поддержке, в том числе и состоящих на различных видах профилактического учета. Социальным педагогам проводится ежемесячный рейд семей учащихся, состоящих на различных видах профилактического учета и детей группы риска, склонных к совершению правонарушений. В апреле месяце, согласно алгоритму профилактической работы, педагогам-психологам проводится повторная диагностика детей группы риска. У некоторых детей средний уровень депрессии сохраняется. Как правило, это связано с нарушением эмоционально-волевой сферы и проявлением акцентуации характера. С такими детьми и их родителями работает социальный педагог,
С целью отслеживания детско-родительских отношений классные руководители посещают семьи, проводят консультативную работу, ежедневно наблюдают за эмоциональным состоянием учащихся и в случае негативной динамики сообщают психологу. Считаю, что основной задачей профилактической работы с подростками является проведение разъяснительной работы на предмет информирования о последствиях необдуманных поступков, формирования позитивного мышления, формирование навыков умения противостоять трудностям и находить внутренние резервы. В мае проводится итоговый психолого-педагогический консилиум с целью оценки качества проводимых мероприятий по профилактике аутоагрессивного поведения среди детей и подростков и планирования деятельности на следующий учебный год. Согласно алгоритму, в случае суицидальных тенденций и действий у школьников направить информацию о несовершеннолетних с высоким риском суицида или суицидальных попытках в течение суток субъектам профилактики. В случае выявления высокого уровня аутоагрессии по результатам углубленной диагностики или суицидальных тенденций в программе прописаны разнообразные методы кризисной психокоррекции и элементы психотерапевтических техник для индивидуального блока занятий. После прохождения цикла индивидуальной работы учащиеся продолжают занятия в группе. Предполагаемый результат индивидуально-коррекционной работы – это расширение кругозора учащихся, изменение тоннельного мышления ребенка. Учащиеся должны уметь находить способы выхода из кризисных состояний и управлять своим эмоциональным состоянием. Соответственно, критериями эффективности будут являться развитие эмпатии, навыков общения, навыков планирования собственной жизни. Большой блок профилактической работы в школе связан с взаимодействием с педколлективом. Цель подпрограммы «Педагог» – повышение компетентности педагогов в вопросах реализации педагогической поддержки обучающихся группы риска. В рамках реализации программы проводятся мероприятия, направленные на расширение знаний педагогов об аутоагрессивном поведении и методах педагогической поддержки обучающихся в кризисные периоды жизни, расширение знаний о возрастных особенностях учащихся на разных ступенях обучения, формирование компетенций педагогов по улучшению детско-родительских отношений и профилактика профвыгорания самих педагогов. В течение года для педагогов проводятся тематические семинары, лектории, педагогические консилиумы по профилактике буллинга, жестокого обращения в классных коллективах, формированию благоприятного социально-психологического климата в школе. Так, например, проводились мини-лектории, особенности адаптационного процесса учащихся первых, пятых, десятых классов, семинар «Стресс в жизни подростка. Профилактика суицида в школе», семинар «Жестокое обращение с детьми как социально-психологическое явление», семинар для классных руководителей «Влияние семьи на становление личности ребенка». Руководителями ШМО классных руководителей проводятся заседания школьных методических объединений на тему антисуицидальной направленности с распространением информационных материалов данной тематики для использования в работе классными руководителями. На школьном сайте в разделе «Цени свою жизнь» также размещена информация для педагогов по данным темам. Отдельным блоком в этом направлении является работа по формированию эмоциональной устойчивости самих педагогов. После напряженного дня многие учителя чувствуют разбитость, подавленность, опустошенность. В отдельных случаях эмоциональная напряженность достигает критического момента, результатом которого является потеря самообладания и контроля. На мой взгляд, эффективными методами работы с педагогами являются тренинг и практикоориентированный семинар. Так, проведенный семинар использования психологических защит в работе педагогов позволил педагогам определить свои механизмы защиты, регулирующие эмоции с использованием опросника психологических защит Плутчика. Человек постоянно пользуется психологическими защитами, которые дают возможность ему выжить в критической ситуации. И чем разнообразнее используются механизмы, тем более адекватно человек использует и оценивает реальность и формирует уверенность в себе. Важным условием, обеспечивающим своеобразие взаимоотношений в педагогическом процессе, являются отношения педагогов и детей. Терпимость выступает в качестве важного профессионального свойства личности педагога. От того, насколько терпимо складываются отношения, зависит эффективность учебно-воспитательного процесса.
Проведение деловой игры «Педагогические приемы ситуации успеха» позволили педагогам определить свою модель взаимоотношений с обучающимся и проанализировать ее достоинства и недостатки. Тренинг по телесно-ориентированной терапии, организация работы по профилактике профессионального выгорания педагогов позволил снизить эмоциональное напряжение педагогов после напряженного дня. А проведенный тренинг на формирование мотивации педагогов к работе позволил учителям пересмотреть свои внутренние и внешние ресурсы, повысить значимость собственной деятельности. Проведенная профилактическая работа позволяет получить ожидаемый результат и оценить эффективность проведенных мероприятий. Таким образом, выстроенная система работы при комплексном взаимодействии социально-психологической службы, классных руководителей и родителей позволяют достигнуть устойчивых положительных результатов в работе по профилактике кризисных ситуаций среди детей и подростков. Спасибо за внимание. Судя по тому, что в чате пишут слова благодарности, материал был представлен очень интересный, нужный для тех, кто сегодня подключился к нашему эфиру. Если у нас нет вопросов, Лилия Анатольевна, благодарим вас за выступление. Это был последний спикер, выступающий сегодняшнего нашего семинара. Спасибо всем, кто принимал участие, кто подключался к эфиру. Запись онлайн-семинара будет находиться в видеозале. Там же будут размещены презентации выступающих для скачивания. Желаем всем успехов в работе. До новых встреч. На этом наш онлайн-семинар закончился. Спасибо за внимание.